Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. О самом важном и интересном сегодня в ближайшие полчаса. 13 студентов отравились суррогатным алкоголем, попали в 7-ю больницу. 3 в тяжелом состоянии в реанимации. Самому старшему 22 года. По данным МВД, молодые люди выпивали в частном доме в поселке Салмачи. Известно, что 10 пострадавших родом из Башкирии. Они учатся в казанских вузах. Сейчас всем оказывается помощь. По информации ряда телеграм-каналов, в компании было 19 человек, в том числе и девушки. Медики не исключают новых обращений. Начали поступать с сегодняшнего утра. В 5:40 первая пациентка была доставлена в скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии, и экстренно госпитализирована в реанимацию. Далее уже пациенты обращались либо самоходом, либо их привозили родственники, друзья с жалобами на сильную боль в животе, рвоту, тошнота и нарушение зрения. У всех пациентов, которые поступили, подтверждено отравление с помощью химико-токсикологических исследований. В крови обнаружен метанол. По данным МВД, студенты купили суррогатный алкоголь в 5-литровой таре у неустановленного лица. Его сейчас разыскивают. Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение или перевозка в целях сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Расследование на особом контроле в прокуратуре. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. Минздраве России сегодня утвердили единый формат бумажных сертификатов о вакцинации и медотводе. Эти справки начнут действовать предварительно с февраля. Предполагается, они станут альтернативой электронному QR-коду для тех, кто не зарегистрирован на госуслугах. Пока точного разъяснения от федерального Минздрава нет. Между тем, в Татарстане уже разрабатывают сертификат о медотводе для права проезда в общественном транспорте. На этой неделе утвержденный документ начнут выдавать, так как с 22 ноября проезд без QR-кода будет невозможен. Где и как получить сертификат, узнала Юлия Гоголева. На период обследования выдается медотвод на 1 месяц. Эльвира Мухамедзянова в поликлинику пришла за справкой о медотводе. У девушки аллергии на самые разные продукты. И еще в детстве был медотвод от прививок. У меня наблюдаются аллергические реакции на введение препарата. Вот пришла проконсультироваться с врачом-терапевтом, чтобы узнать дальнейшие мои действия. Таких, как Эльвира, кто приходит за медотводом, в последние дни стало больше. Выдаем справки, кто болеет, ОРВИ. Выдаем на 2 недели. Выдаем еще онкобольным, которые находятся на этапе лечения, химиотерапии, лучевой терапии. Ажиотаж со справками о медотводе врачи связывают с приближением 22 ноября. Напомним, с этого дня проехать на общественном транспорте в Татарстане можно будет только по QR-коду. Его нет у тех, кому противопоказана вакцинация. Специально для них разрабатывается республиканский формат QR-кода в бумажном и электронном виде. Выдается документ как в бумажном варианте, так и в электронном варианте, с учетом того, что человек может его закачать в свои гаджеты, и предъявить в электронном варианте. Альбина Горбунова справку о медотводе получила еще месяц назад, но QR-кода для проезда в транспорте у нее нет. Как с 22 ноября она будет добираться на работу, пока не знает. Мой врач выписал мне справку, в которой в этой справке указана моя фамилия, имя, отчество, как обычно, мой диагноз, мое лечение и сроки лечения. И вот в эти сроки я пока вакцинироваться никак не могу. Тем, у кого на руках уже есть справки о медотводе, приходить в поликлинику за QR-кодом пока не нужно. Где и как именно его будут выдавать, в Минздраве Татарстана сообщат в ближайшие несколько дней. Возможно, получить QR-код о медотводе можно будет в поликлиниках либо на пунктах вакцинации. Конкретный порядок выдачи медицинских заключений или медицинских отводов в настоящий момент он прорабатывается и с точки зрения технических моментов, и, соответственно, в ближайшее время он будет доведен. Тем, кому медотвод от прививки все-таки положено, кто его до сих пор не оформил, справку получит уже по новому образцу. Юлия Гоголева, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. 267 новых случаев ковид выявлено за последние сутки. 70 пациентов попали в госпитали, 7 человек умерли. Много инфицированных в Казани и Набережных Челнах. По стране зарегистрировано почти 37 тысяч больных коронавирусом. Коллективный иммунитет в масштабах России составляет 49%. Накануне привились 15 тысяч татарстанцев.
С начала месяца в Казани выявили почти 6 тысяч нарушителей масочного режима на транспорте. Такие данные приводят в исполкоме. Уже с 22 ноября помимо маски у пассажиров автобусов, трамваев, троллейбусов и метро должен быть QR-код. Иначе воспользоваться общественным транспортом не получится. Пока ряд перевозчиков размышляют, как справиться с нагрузкой, в метро уже объявили о наборе контролеров. Наше предприятие набирает людей от 18 лет на должность контролер по проверке QR-кодов. График работы 2 через 2, с 6 утра до 18 вечера и с 12 дня до 24 часов. Заработная плата 20 тысяч рублей. Наличие QR-кода у самого контролера обязательно. Мусора не было, оплатить за его вывоз пришлось. Антимонопольная служба выявила нарушение в работе рекоператора по вывозу мусора. УК по ЖКХ в период локдауна выставила счета предпринимателям, хотя на деле они не работали из-за введенных ограничений. В перерасчете рекоператор отказал, и бизнес пошел в суд. Выиграли первую инстанцию и арбитраж. Впереди кассация в Самаре. Что обнаружили антимонопольщики и реально ли вернуть переплату? В репортаже Лины Зинатульной. Начиная с 2020 года все это тянется, пока две инстанции в нашу пользу. Одна из тех, кто уже год судится с региональным оператором УК по ЖКХ, Александра Юшутина. Она представляет отели, которые не согласны с расчетами за вывоз мусора в период локдауна. За что платить, если стояли пустые, говорят ательеры. Многие организации пошли им навстречу, например, с оплатой электричества. На перерасчет по мусору сейчас претендует 16 гостиниц. Где-то около 500-700 тысяч рублей. Если мы посчитаем общую сумму именно за период пандемии, когда действительно гостей не было мусора к вывозу, либо он был просто в минимальных количествах. И получается, что мусор либо не вывозили, либо вывозили просто в много меньших объемах. Но, тем не менее, мы счета получили по нормативу. Нарушение усмотрел и УФАС. Аргумент регоператора в том, что чрезвычайного положения в республике не вводилось, а значит, работу они продолжали в обычном режиме по нормативу. С этим антимонопольщики согласились. Но, используя нормативный подход в работе, регоператор обязан соблюдать требования Санпина. При среднесуточной температуре выше +5 мусор нужно вывозить раз в сутки. УК по ЖКХ не смогли доказать, что делали это. В один голос все заявители, которые здесь были, сказали, что действительно они работают с ним по заявкам. То есть он не приезжает каждый день, а может приехать раз в неделю, например. То здесь выяснилось, что действительно рекоператор лукавит. Да, когда он говорит, что он не работает по факту, то он и не работает по факту в части начислений. А в части реальной работы он работает по факту. По мнению УФАС, компания нарушила требования части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Арбитражный суд поддержал их. Регоператор обжалует решение в кассации. Если Самарский суд оставит его без изменения, штраф на юрлицо до 1 миллиона рублей. А предприниматели настроены на перерасчет, пусть и спустя год. УК по ЖКХ на момент выхода программы свою позицию нам не озвучили. Много вопросов у предпринимателей и к самим нормативам по вывозу мусора. В разных регионах они отличаются иногда в десятки раз. Сейчас нормативы правительством республики пересматриваются. Возможно, они будут скорректированы уже по итогам этого года. Лина Зинатульна, Игорь Романов, ТНВ, Казань. И несколько минут назад рекоператор прислал письменный ответ на наш запрос. По мнению УК по ЖКХ, обращения от потребителей о перерасчете были, но они голословные, и у оператора отсутствуют правовые основания для перерасчетов. УК по ЖКХ считает данные решения несправедливыми и будет отстаивать свою позицию в судебных решениях. Региональный оператор действует исключительно в рамках правового поля. Крушение самолета в Менделинском районе Татарстана, в результате которого погибли 16 человек, высветило системные недостатки в авиации ДОСААФ России. Так, после проверки по горячим следам установлен запредельный спектр нарушений. От критического перегруза воздушного судна до фальсификации разрешительных и полетных документов. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в Госдуме. Когда начнутся масштабные проверки, об этом сегодня в интернет-газете «Реальное время». Дефицит республиканского бюджета в следующем году увеличится с 11 до 24 миллиардов рублей. С такой разницей главный финансовый документ подготовлен ко второму чтению в Госсовете. Об этом стало известно сегодня на заседании профильных комитетов. Увеличение дефицита связано с новыми расходами, которые появились после внесенных поправок. Рамиль Галиуллин продолжит тему.
Срок подачи поправок был установлен до 5 ноября. Сегодня профильный комитет парламента рассмотрел поправки к законопроекту о бюджете на следующий год и плановый период с 23 по 24 годы. Всего их поступило 532. Они от Кабинета министров республики, парламентских комитетов, фракций и отдельных депутатов. Предложение депутата Маврина Лилии Николаевны, председателя ПКЦ «Татарстан» Мартьянова о включении в бюджет республики на 22 год средств на охрану бюджетных учреждений учтены сегодня, и в бюджете предусмотрена поправка в выделении на эти средства по всем категориям этих образовательных учреждений более миллиарда рублей. Речь идет о выделении более миллиарда рублей на охрану всех категорий образовательных учреждений. Этих расходов в первом варианте законопроекта не было. Фракция КПРФ поправки. 21 поправку внесла парламентская фракция КПРФ, но сегодня они отозвали свои предложения. У меня в руках 3 документа, тоже подписанные, и реализуются на следующий год разных точек финансирования. Например, микрорайон Солнечный будет профинансировано медицинское оборудование и 2 объекта разных районов Республики Татарстан. Поэтому, учитывая, конечно, вот этот момент, я с вами депутатами согласовал, и мы поправки снимаем. Больше всего поправок от Кабинета министров – 498. Часть из них связана с поступлением субсидий из федерального бюджета. Их в следующем году ожидают в размере 55 миллиардов рублей. Чтобы их получить, Татарстану нужно софинансировать программу. Еще одна строка расходов связана с увеличением получателей ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет, а также финансированием мероприятий, посвященных году цифровизации. Кроме того, расходы вырастут из-за повышения МРОТ в некоторых бюджетных сферах. Много было вопросов именно поднятия зарплаты работникам бюджетной сферы, которые не ходят майским указом. По ним тоже правительство тщательно отработало, и вышло постановление, вы знаете об этом, и в принципе оно требует именно только на 2022 год порядка 3,6 миллиарда рублей. Это тоже в виде поправок было учтено. И таким образом дефицит бюджета республики вырос с 11 до 24 миллиардов рублей. Это связано с софинансированием. Сегодня парламентарии одобрили 511 поправок из 532. Они будут вынесены на ближайшее заседание Госсовета 25 ноября. Рамиль Галиуллин, Файруза Мазитова, Олег Мыльников, ТНВ, Казань. Почти 6 миллионов единиц хранения Госархив перевезет в новое здание за месяц. Находится оно в поселке Столбище. А вот прием запросов от граждан для удобства останется по прежнему адресу в здании на 8 марта. Там же и на декабристов сохранят читальные залы. Об этом сегодня на брифинге в Доме правительства сообщила Гульнара Габдрахманова. В ведении архива находятся 5 зданий. Хранилище переполнено. Новое позволит решить эту проблему. Однако некоторые ученые говорят о дополнительных сложностях. Подробнее Алия Хайрудинова. Там шикарнейшая современная система пожаротушения. Там система воздушной вентиляции с функциями регулировки влажности. А еще созданы все необходимые условия для приема и хранения документов. Площадь нового здания почти 24 тысячи квадратных метров. Это на треть больше, чем все здания Госархива вместе взятые. Хранилище, и мы неоднократно уже об этом говорили, у нас заполнены на 120, на 150%. И даже вновь построенное здание на улице Декабристов 4, корпус 2, вопрос с площадями для нас практически не решало. За месяц перевезут почти 6 миллионов единиц хранения. Здания на Сибирском тракте и Кремлевской переедут полностью. Здания на улице 8 марта передадут муниципальному архиву Казани. Но сохранят читальный зал, и здесь будет вестись прием граждан. А если говорить о зданиях Госархива, которые расположены на улице Декабристов, первый корпус будет работать в штатном режиме до апреля этого года и позже переедет в Столбище, а второй корпус будет работать. И здесь будут принимать архивные документы от органов местного самоуправления. Эта книга у меня практически целиком и полностью построена на изучении архивов. Альфия Галямова изучает послевоенные годы в истории Татарии. Считает, переезд в Столбище усложнит работу всех, кто так или иначе обращается в архив. До нового здания тяжело добраться. Общественный транспорт туда не ходит. Нужно будет специальное время выбирать для того, чтобы туда выбраться. Это очень сильно осложняет работу. Особенно молодых историков. Вся их профессиональная деятельность должна проходить в архиве. И когда она в Столбищах,
очень это будет сложно. Глава Госархива считает, необходимости ездить в столбище нет. Заказать документы можно в читальных залах Казани, а самые популярные документы давно оцифрованы, но за доступ к ним онлайн придется заплатить. Это практика по всей Российской Федерации. У нас есть рекомендации Росархива, чтобы услуги по получению документов удаленно бесплатными не делать. Приходите в читальный зал, да, там вы все получите бесплатно. Для сотрудников Госархив организовал вахту из дербышек и жилплощадки. Для желающих увидеть работу Госархива изнутри после Нового года будут организованы экскурсии. Алия Хайрудинова, Марат Зайдуллин, ТНВ, Татарстан. Сегодня в Москве простились с героем Великой Отечественной войны, генералом-майором в отставке Алмасом Адгамовым. Он скончался на 98-м году жизни. В 41-м он отправился на фронт. В 42-м после сражений под Ржевом был ранен, но снова вернулся на поле боя. Войну закончил в звании капитана и принимал участие в параде Победы в 45-м на Красной площади. Прощание с легендарным военачальником прошло на Троекуровском кладбище. Алмаз Махмутович был большим другом нашего канала и часто давал интервью, где с гордостью рассказывал, как татар уважали на войне. Огромное спасибо нашим татарам. Они показали себя с самой наилучшей стороны. И они вообще не только там, и в последующих боевых действиях они всеми командирами очень высоко ценились как бойцы. Сегодня 80 лет подвигу панфиловцев. 16 ноября 1941 года бойцы из дивизии генерала Панфилова при обороне Москвы уничтожили около 20 немецких танков и остановили наступление фашистов. 28 солдат 4 часа сдерживали натиск врага. Так они сорвали планы по быстрому захвату Москвы. Большинство погибли, остальные были тяжело ранены. Всем бойцам этой дивизии присвоили звание Героев Советского Союза. Сегодня активисты форпоста и движения «Подвиг» возложили цветы к вечному огню в память о подвиге панфиловцев. Часовые были одеты в форму времен Великой Отечественной войны. Очень многие из них ездят в поисковые экспедиции, и когда ты непосредственно видишь, что, как это было, у тебя совсем по-другому начинает восприниматься история, ты начинаешь по-другому относиться к тому подвигу, который совершили наши прадеды. В Казани завершился фестиваль рабочей молодежи «Наше время. Безнен Заман». Команда Нижнекамскнефтехима вновь удивила зрителей и жюри своей неиссякаемой энергией, талантом и творческими номерами. На сцене команда публичного акционерного общества «Нижнекамскнефтехим». Слесарь, грузчик, оператор котельной, инженер, лаборант химического анализа. В творческой команде Нижнекамскнефтехима представители самых разных профессий. Многие хоть и трудятся по сменам, находят время для творчества. Мы с ребятами после работы вечером домой придем, отдохнем, покушаем и уже вечером собираемся и начинаем дружненько все это репетировать и готовиться к такому замечательному фестивалю, как «Безнен Заман». В гости к нам бегут немало прямиком с «Безнен Замана». Фестивалю работающей молодежи в этом году 9 лет, и коллектив Нижнекамскнефтехима – постоянный его участник. Творческий коллектив предприятия на гала-концерте представил 4 номера. Патриотично прозвучала песня «Россию строят мужики». Исполнением зрителей покорило и выступление трио на татарском языке. Шквал аплодисментов вызвала визитка нефтехимиков и минута славы. Мы очень большой кайф получаем от того, что мы имеем такую возможность, выступаем, показываем себя. Поболеть за свою команду из Нижнекамска приехала целая группа болельщиков. Поддержала коллектив и руководство Нижнекамскнефтехима. Ребята практически по всем дисциплинам, есть и аппаратчики, и слесари, и киповцы. Слава богу, что вовлечены практически все дисциплины. Очень рад. Это 9-й сезон. Первый сезон гран-при получил Нижнекамскнефтехим. То есть мы задали самую высокую планку для этих соревнований. И каждый год подтверждают свой уровень профессионализма. В суперфинале фестиваля Нижнекамскнефтехим занял первое общекомандное место. На этом все. Напомню, что больше информации вы можете найти на нашем сайте и других ресурсах в интернете. Всего вам доброго. До встречи. У ребенка боль в ушах, не дышит нос и часто болит горло? Обратитесь в медцентр здоровья семьи. Опытные лор-врачи-эксперты, лечебные манипуляции, хирургические операции. Казань, 204 2 700.
Сенсация! В Казанском цирке с 29 октября цирковая программа «Звезды манежа». Светлая долина. Магазины, школы, детсады и уютные дворы. Квартиры в доме из надежного материала. Звоните 558 1053. Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. Беспокоит боль в ногах и неэстетичный вид из-за варикоза? Центр флебологии ArtMed предлагает современный и безболезненный метод лазерного лечения. Без операций, шрамов и длительной реабилитации. Процедура отличается безопасностью и быстрым результатом. Ждем вас на приеме. Nissan в РРТ купил. Скидку 200 тысяч и резину получил. Автоцентр РРТ 212 30 10. Во всех аптеках Фармленд грандиозные скидки. Только 19 и 20 ноября 15% на лекарства, 20% на все БАДы, активную косметику, медтехнику, ортопедию и многое другое. Кэшбэк-бонусы принимаются. Цены на farmland.ru с учетом скидок. Запомните, 19 и 20 ноября аптеки Фармленд. Камал театры музыка һәм театр проектын тәкъдим итә. 1 декабрьдә Рөстәм Яхин иҗатына багышланган спектакль-концертка чакыра. Концертта театр артистлары катнаша. Махсус кунак Зөлфәт Фәхрәзиев, дирижер Данияр Соколов, режиссер Айдар Жаббаров. 12 яшьтән өлкәннәр өчен. В студии София Егорова. Здравствуйте. Неустойчивый характер погоды сохраняется в Татарстане. Предстоящие сутки прогнозируются небольшие осадки, возможно, слабая метель. Температура повысится. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево прогнозируются осадки с утра и до самого вечера. Днем немного теплее, -1, 2 градуса. Аналогичная погода в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Снежно и 0 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше небольшой снег и порывистый ветер. 0-2 градуса днем. В Арске, Кукмаре и Балтаси снежно и также 0 градусов. В Болгаре, Дрожжином и Буинске временами будет идти мокрый снег. Ветер усилится днем до +1. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше чуть теплее, чем накануне. Но стоит ожидать осадки в виде снега. Предстоящие сутки без значительных осадков и станет немного теплее. Гиделикс, капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание, оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить, не покидая Родины. В медицинский центр «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани облачно и снежно, ночью -3, днем до +2 градусов. Ветер северо-западный порывистый, атмосферное давление 756 мм ртутного столба. Влажность воздуха 90%, магнитное поле Земли спокойное. На дорогах местами гололедица, будьте осторожны. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 30 ноября в аптеках «Икона», «Бережная аптека» и «Аптека от склада» проходит акция «Снижение цен. Покупай выгодно». Вот это выгодно! Вы только посмотрите! Глазные капли Тауфон 10 мл 103 рубля. Пенталгин 24 таблетки 169 рублей. Бережная аптека, аптека от склада и аптека «Икона». Вот где выгодно.